ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 9 одинаковых преступлений расследуют в полиции Ухты. Все они совершены в отношении пожилых людей. Дедушкам и бабушкам звонили на домашние телефоны и требовали денег за то, чтобы вызволить их родственников из беды. Жертвами специально выбирали самую незащищенную категорию граждан. Среди пострадавших люди 1920-1930-х годов рождения. Так, одному из потерпевших сказали, что его сын, проживающий в Канаде, пострадал в страшном ДТП. Отец, не раздумываясь, отдал 100 тысяч. И все, и надо срочно деньги. Но у меня деньги НЗ было, все, на всякий пожарный случай держал. Я сам все, ноги все больной, все. И вот такого дела. Ну, я то сразу девушку, сейчас к вам подойдет. Это же уже темно было, я думал, посмотрите. Она пришла, дверь открыла, ну, заходи, она стала там и стояла все время. Девочка, о которой говорит Василий Герасимович, была задержана. Ей оказалась 23-летняя студентка из Архангельской области. То, что помогала мошенникам, она поняла уже в ходе беседы с правоохранителями. Теперь она проходит как соучастница. Студентке просто захотелось подработать. На выложенное ею в сеть резюме ответил мужчина, представившийся Сергеем, и предложил должность курьера. Денежные средства предполагалось забирать за якобы доставленные БАДы. Сергей звонил, называл адрес, куда девушке необходимо подъехать. Девушка, следуя инструкции, приезжала на адрес и забирала денежные средства, после чего переводила на указанный данным мужчиной счет. Оказалось, что деньги были в том числе из-за угрозы мнимого следователя. Нескольким пострадавшим мошенник Сергей представлялся именно так. В некоторых случаях он говорил, что родственник потерпевшего сбил человека, нужен выкуп, чтобы дело замяли. И всегда требовал: давайте как можно больше. Максимум в конверт клали 300 тысяч. Всего мошенники выудили порядка 1 миллиона рублей. В ходе работы над делом стало понятно: организовали эти преступления за пределами региона. Следователи считают, что вполне возможно эту серию мошенничеств совершили из мест лишения свободы. Расследование продолжается, теперь им занимаются сотрудники МВД не только из Коми.